Здравствуйте, это проект «Крупным планом». Юрий Викторович Егорочкин, врач-психиатр, нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера. Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Бытует мнение, что бокал красного вина в день – это полезно, якобы поднимает давление для тех, кому это нужно, да? Как вы к этому относитесь? Это все-таки правда или миф, или нужно прекратить? Вы знаете, да, действительно существует мнение, что бокал сухого красного марочного вина не вредит здоровью, да? Но здесь, да, вино сделано из винограда, да? Виноград содержит много оксидантов, которые очень хорошо влияют на организм. То есть поддерживает различные системы в организме, и это действительно так. Но тут нужно отметить, что красное вино, что оно было от проверенного производителя, то есть сделано по стандартам. Не то вино, которое у нас продают по 200-300 рублей, да, и стоят огромное количество этих цветных бутылок в супермаркетах наших. И оно, по-моему, производится из порошка. И это не то вино, которое хотелось бы посоветовать людям. 50 грамм вина, ну что такое? Это 50 грамм вина, 3 столовые ложки, да? Наверное, зависит от частоты принятия, да? От частоты, да. Раз в сутки, да, 50 грамм вина не повредит, не навредит здоровью человека. Даже рекомендуют и при простуде, при гриппе, простудных заболеваниях рекомендуют. Даже есть, я как знаю, диета для женщин на основе красного вина. Поэтому в разумных дозах принятие красного вина не навредит. Многие люди ищут разные способы для того, чтобы все-таки выйти из этого состояния, а перед тем, как выпить, да, тоже применяют какие-то способы, что-то типа активированного угля или шиповник, стакан перед тем, как выпить. Как это работает и действительно ли это помогает? Прежде всего, что здесь нужно отметить, что на голодный желудок, да, пить категорически нежелательно. Если вы уже собрались от этого никуда не деться, на какое-то мероприятие, где знаете, что без принятия спиртных напитков дело не обойдется. Можно предварительно покушать, можно даже жирную пищу, чтобы в желудке как бы образовалась пленочка, чтобы алкоголь как можно реже всасывался в кровь у нас. Активированный уголь, тоже будет действовать какое-то время, да. Сейчас другие абсорбенты есть, да, которые в аптеках уже получше активированного угля, так что можно их, да, перед употреблением можно их применить. Абсорбенты помогут именно до, если принять, или после тоже может как-то сработать? До, во время, а после уже некогда будет, да? Нежелательно. Угу. Если уже все-таки, да, произошло такое, что человек употребил настолько много алкоголя, что произошло похмелье, как все-таки наиболее лучшим способом выйти из этого состояния? Какие, возможно, методы вы нам, лайфхаки, как модно сейчас говорить, поделитесь? Вы знаете, все это зависит, конечно, от человека, да? От количества выпитого накануне, от его состояния на утро. Конечно, похмельный синдром – это последствие, печальное последствие, так скажем. Это головная боль, это сердцебиение, это сухость во рту, это снижение настроения, все, свет не мил, хочется лечь и куда-нибудь провалиться. Что в первую очередь, наверное, необходимо, да? Если это уже случилось, этого уже не избежать, и нужно восстанавливать работоспособность, поднимать настроение. Так, здесь, во-первых, говорят, вы выпейте рюмочку спиртного, и намного станет легче. Согласен, что какое-то время, да, на какое-то время эти симптомы все отпустит, потому что алкоголь у нас обладает обезболивающим эффектом. Но в то же время дополнительная порция алкоголя со временем, да, через какое-то время она усугубит ваше
положение. Поэтому на алкоголь тут рассчитывать не приходится. Здесь подойдет, ну, во-первых, пейте больше, но это может быть чай с медом, с лимонным соком. Кофе в этот период, оно никак вас не взбодрит, так что его пить, кофеин принимать нежелательно. Так, побольше воды, ну, покушать желательно. Покушать, конечно, аппетита никакого не будет с похмелья, то есть тут поможет супчик жидкий, уха из карася, из нашего местного. И я думаю, поспать. Здесь сон будет, кстати, являться самым лучшим лекарством. А вот если, к примеру, человеку все-таки на следующий день нужно вот собраться и куда-то пойти на работу, например, есть какой-нибудь прям действенный способ? Либо лучше все-таки отложить какие-то дела? Нет, лучше, если вам завтра, лучше накануне следить за тем количеством выпитого, если у вас на следующий день дела, и расслабляться в этот момент, я думаю, нежелательно. Как определить, что человек начинает зависеть от алкоголя? Вы знаете, если эти периоды уже начинают повторяться, уже как-то человек сам ищет повод какой-нибудь, да, для принятия алкоголя, для встречи с друзьями, становится инициатором этого, это уже как-то настораживает, да? Это уже может привести к нежелательным последствиям. Спасибо вам большое, Юрий Викторович. Ваши пожелания? Ну, что может пожелать врач-нарколог, да? Конечно, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, от алкоголя желательно отказаться. Ну вот, такие мои пожелания. Но мы будем надеяться, что наш выпуск проекта «Крупным планом» все-таки поможет хотя бы одному человеку. Это будет уже польза. Спасибо большое, Юрий Викторович. Это был проект «Крупным планом». Всего доброго.